внимание, дамы и господа. Просим вас занять свои места и отключить сигналы мобильных устройств. Через несколько минут начнется торжественная церемония. Здравствуйте. Говорит и показывает Москва. Мы ведем нашу трансляцию из самого сердца российской столицы. Через несколько минут здесь, в Кремле, произойдет событие, к которому приковано внимание миллионов жителей России и всего мира. Официальное вступление в должность президента Российской Федерации. Сегодня Владимир Путин официально вступит в должность президента России. Торжественная церемония, к которой все готово, состоится здесь, в Большом Кремлевском дворце, который вы видите на экранах. Ну и мы постараемся показать вам все с самых выгодных ракурсов, чтобы не упустить ни одной детали. Уникальные кадры Кремля с высоты птичьего полета и съемки внутри, там, где обычно они не ведутся. Десятки камер работают в Кремле и за его пределами. Безусловно, порядок инаугурации главы государства известен и строго прописан. Но будет и несколько новшеств, о которых мы расскажем чуть позже, непосредственно во время церемонии. Итак, выборы позади, результат рекордный. Более 87% граждан поддержали кандидатуру Владимира Путина на пост президента России. А на участке впервые в истории нашей страны пришли свыше 77% избирателей. Исторический результат. Ну и главная причина такого результата – это в первую очередь консолидация общества, которая в условиях спецоперации, колоссального внешнего давления и попыток вмешательства во внутрироссийские дела сплотилась вокруг нашего национального лидера. Кстати, впервые в выборах главы государства приняли участие жители новых регионов – ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. И везде явка оказалась даже выше общероссийской. На участке пришли более 80% избирателей. Итак,
Церемония начинается. Внимание на экран. Дамы и господа, начинается торжественная церемония вступления Владимира Владимировича Путина в должность президента Российской Федерации. Вносятся государственный флаг Российской Федерации и штандарт президента Российской Федерации. Итак, под встречный марш вносится флаг России и президентский штандарт. Он наряду со знаком президента России, его увидим чуть позже, один из двух официальных символов президентской власти. Его оригинал находится в кабинете главы государства. Знаменосцы проходят по центральной дорожке через все три зала – Георгиевский, Александровский и Андреевский. Большой Кремлевский дворец, безусловно, сегодня центр притяжения. Это парадная резиденция главы государства. Именно там проходят самые торжественные церемонии – вручение государственных наград, верительных грамот, праздничные приемы и, конечно, вступление в должность главы государства. Цвета российского флага, золотая бахрома, в центре золотое изображение государственного герба России. На древке штандарта крепится серебряная скоба, на которой гравируется фамилия, имя и отчество президента и дата его пребывания на посту. И сегодня, после завершения церемонии, мы увидим, как дубликат этого штандарта развивается над куполом первого корпуса Кремля. Это рабочая резиденция Владимира Путина. Ну и вот буквально несколько слов о форме солдат и офицеров президентского полка. Она соединяет сразу несколько периодов российской военной истории. Цвета, как у преображенцев и семеновцев Петровской эпохи. Покрой мундиров и форма головных уборов по мотивам Отечественной войны 1812 года. Действия солдат должны быть максимально синхронны, и репетиции, во время которых они оттачивают движение, начинаются задолго до церемонии вступления в должность главы государства. Ну а прямо сейчас мы видим, как солдаты президентского полка входят в Андреевский зал, он же Тронный. Кстати, именно здесь, в Андреевском зале, Владимир Путин встречался со своими доверенными лицами после подсчета результатов голосования. И тогда глава государства подчеркнул: победа на выборах – это только пролог к тем победам, которые так нужны России. Вообще Андреевский – это главный императорский церемониальный зал Московского Кремля. Он по личному повелению Николая I еще при строительстве Большого Кремлевского дворца был посвящен первому и главному ордену российского государства – ордену Святого Андрея Первозванного. Вносятся Конституция Российской Федерации и знак президента Российской Федерации. Итак, еще один традиционный этап церемонии. Через все три зала солдаты президентского полка носят специальный экземпляр Конституции и знак президента. Основной закон страны должен отвечать вызовам времени. С 2020 года в Конституцию был внесен ряд поправок, которые помогают бороться за социальную справедливость и отстаивать государственный суверенитет. Ну а самое главное, закрепляют наши общие ценности как нечто нерушимое. Такие изменения в ходе общероссийского голосования поддержали свыше 77%
россиян. Вот еще несколько слов о кремлевцах, которые участвуют в церемонии. Вот он, знаменитый кремлевский шаг. Носок до блеска начищенного сапога взлетает на 45 сантиметров над землей. Это в 2 раза больше, чем требует армейский устав. Подбородок высоко поднят, взгляд устремлен туда. Ну, кстати, кремлевский – это вообще-то название неофициальное. Так часть именовалась только с 1973 по 1993 годы. Ранее это был полк специального назначения, а позднее – президентский полк. Знак президента, который вот сейчас вы видели на экранах, не имеет копий и дубликатов. Он существует в единственном экземпляре и появляется только на инаугурации. В его основе большой крест ордена за заслуги перед Отечеством, выполненный из золота самой высокой 999 пробой. Ну и вот прямо сейчас у нас есть возможность рассмотреть ту самую орденскую цепь. Она состоит из 17 звеньев, 9 из которых в виде изображения государственного герба России, 8 в виде круглых розеток с девизом «Польза, честь и слава». Хранится знак президента здесь же, в Кремле, но не в Большом Кремлевском дворце, а в Сенатском корпусе, в зале наград рабочей резиденции президента. А сейчас солдаты президентского полка пересекают Александровский зал. Его можно отличить по живописным изображениям на стенах. Это картины из жизни святого Александра Невского. Ну и снова Андреевский зал. В его стенах проходили коронации Александра II, Александра III и Николая II. И уже в современной России Андреевский зал видел 5 инаугураций. Совсем скоро специальный экземпляр Конституции и знак президента установят на подставке на центральной трибуне. Да, кстати, вот сейчас Конституцию покажут поближе. Она переплетена кожей варана красного цвета. На ней герб Российской Федерации. И хранится она в библиотеке администрации президента. Это единственный экземпляр. Используется он только здесь. Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Викторович Володин. Председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Дмитриевич Зорькин. Итак, на трибуне появляются главы обеих палат парламента и глава Конституционного суда. Дамы и господа, внимание на экраны! Итак, уже считанные минуты остаются до начала церемонии вступления в должность президента России. И прямо сейчас на ваших экранах рабочий кабинет главы государства. Только что Владимиру Путину поступил сигнал о том, что к началу церемонии в Большом Кремлевском дворце все готово. Ну вот, конечно, рабочий кабинет Владимира Путина мы хорошо знаем по кадрам официальной хроники. Регулярно их видим в новостях. У президента есть буквально несколько минут до того момента, как он окажется в парадных залах Большого Кремлевского дворца. Мы видим, глава государства, у него в руках документ, который он внимательно изучает.
В этом же рабочем кабинете находится стол, за которым глава государства регулярно проводит встречи с губернаторами, министрами. Вот вы можете видеть его справа по кадру. Ну а сейчас кадры по-настоящему редкие. Приемная главы государства, его приветствует его референт. Ну а далее коридоры высшей российской власти. Это первый корпус Кремля. В первом корпусе Кремля находятся президентские апартаменты. Они занимают, кстати, лишь малую часть. Условно все здание можно разделить на две половины – рабочую и представительскую. Деловая включает в себя несколько залов и рабочих кабинетов. Рабочий и представительский кабинеты президента, зал заседаний Совета Безопасности, президентскую библиотеку, ситуационный центр. На втором этаже находятся залы для деловых и торжественных встреч. Вот можно хорошо рассмотреть интерьеры, все довольно лаконично, даже строго, но при этом не без ярких акцентов. На стенах множество картин. Чуть ранее мы видели телефоны спецсвязи. В коридорах дежурят сотрудники ФСО. Вот прямо сейчас вы видите, как один из них отдает честь верховному главнокомандующему. Итак, буквально несколько минут, и Владимир Путин на своем кортеже отправится в Большой Кремлевский дворец на церемонию официального вступления в должность президента России. Церемония начнется буквально через несколько минут. В Большом Кремлевском дворце главу государства ждут руководители обеих палат Федерального собрания и председатель Конституционного суда, а также 2500 гостей церемонии, которые пришли в Кремль, чтобы стать свидетелями этого исторического события. Наверное, волнение, трепет, такие чувства испытывает каждый гражданин нашей страны, который видит эти кадры трансляции. Момент, безусловно, волнительный и торжественный. Ну и не каждый день, конечно, увидишь коридоры Кремля вот так вот близко, и то, как президент по ним перемещается из одного своего кабинета в другой, из одной резиденции в другую. Ну и, кстати, здесь же, в первом корпусе Кремля, находится и квартира Владимира Путина, и, как рассказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин достаточно часто и много в ней проводит время, особенно с начала специальной военной операции. Итак, глава государства спускается по лестнице, и через несколько секунд уже выйдет к своему кортежу. Обратите внимание, как солдаты президентского полка держат равнение на главу государства. Итак, Владимир Путин выходит из первого корпуса Кремля, и прямо у входа его ждет президентский кортеж. Через несколько секунд мы его увидим, и вот как раз он на ваших экранах. И пришло время рассказать об одной из главных новаций этой церемонии – рестайлинговая модель автомобиля «Аурус». Вот он, красавец, на ваших экранах. В эти дни уже немного рассказали про него в новостях, тем не менее у нас с вами есть возможность сейчас разглядеть его с самых разных ракурсов. По-новому интерпретирована большая фронтальная решетка, внедрен облегченный капот из алюминиевого сплава, появились дополнительные камеры кругового обзора, полностью новая мультимедийная система, новая акустическая система, изменились тормоза и немножко поменялась трансмиссия. Итак, «Аурус» начал свое движение. Прямо сейчас на ваших экранах арка парадного фасада Сенатского дворца. Вообще эту марку отечественного автомобиля мы увидели как раз 6 лет назад, во время инаугурации 2018 года. Тот предыдущий «Аурус» занял свое почетное место на ВДНХ музее гараж особого значения. Ну и интересно, что новшества на этом не заканчиваются. Впервые в президентском кортеже мы видим и мотоциклы «Аурус». Они полностью электрические, адаптированные в том числе для низких температур. Кстати, очень актуально именно сегодня, вот в такую погоду. Чтобы разогнаться до 100 км в час, им нужно менее 4 секунд. Только представьте, ну а максимальная скорость, которую они развивают, 225 км в час. Ну, сейчас они едут значительно медленнее, потому что это предполагает сегодняшняя церемония. Называется этот мотоцикл «Аурус Мерлон». Вообще, само название «Аурус» происходит от двух слов, от двух корней. «Аурум» — это золото, и «Рус» — это, понятно, Россия. Кортеж продолжает свое движение,
площадь. Прямо сейчас царь колокол на ваших экранах. Вот, кстати, видно еще несколько слов о погоде, которая сегодня, прям скажем, не благоволит, но тем не менее никак не мешает торжественной атмосфере. Вот даже капли дождя видны на камерах, которые установлены буквально повсюду на территории Кремля. Вы видите, территория украшена, повсюду российский триколор. Итак, кортеж Владимира Путина приближается к Большому Кремлевскому дворцу. И сейчас главу государства встретит комендант Кремля. И, кстати, можно разглядеть даже номер президентского ауруса. Вот он на ваших экранах. Фары, кстати, матричные. Главу государства встречает комендант Московского Кремля. Товарищ президент Российской Федерации, комендант Московского Кремля, генерал-лейтенант Уиков, здравия желаю. Кстати, обратите внимание на приветствие «Товарищ президент Российской Федерации». Это дань традиции советского времени. Президенту предстоит подъем по знаменитой лестнице Большого Кремлевского дворца, парадной лестнице. Оркестр исполняет фанфару «Наш президент», написанную специально для церемонии вступления в должность. 66 ступеней в этой лестнице, ну и дальше увидим знаменитый аванзал. Вот он сейчас на втором этаже, его можно разглядеть. Солдаты президентского полка такими точными движением головы провожают главу государства, и буквально через несколько секунд мы увидим Владимира Путина в парадных залах Большого Кремлевского дворца. До церемонии официального вступления в должность президента остаются считанные минуты. Итак, вот она, картина Сергея Пресекина «Кто с мечом к нам придет, отмечая погибнет». Да, эта картина посвящена нашей победе Александра Невского на Чудском озере. Кстати, вы обратили внимание, как неприметно, несмотря на всю величественность Большого Кремлевского дворца, выглядит вход, с которого зашел Владимир Путин. Дело в том, что когда проектировали этот комплекс, его главный архитектор, там была целая группа архитекторов, Константин Тон, хотел разместить эту парадную лестницу в середине всего комплекса, и только таким образом можно было устроить крыльцо. Вот мы видим гостей, которые собрались, чтобы приветствовать главу государства. Итак, совсем скоро церемония официального вступления в должность президента начнется. Все внимание на экран. Москва, прямой эфир. Владимир Владимирович Путин. Георгия. Был учрежден императрицей Екатериной Великой в 1700
соответствии с частью 2 статьи 82 Конституции Российской Федерации при вступлении в должность президента Российской Федерации президент произносит народу присягу в соответствии с текстом, утвержденным в Конституции. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас принести присягу. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России. Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Уважаемые граждане России, дамы и господа, дорогие друзья, в эти торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны, жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной,
Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. Еще раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку. И сейчас обращаюсь к каждому гражданину России. Только что произнес слова президентской присяги. В ее тексте сконцентрирована суть высочайшего предназначения главы государства – беречь Россию и служить нашему народу. Понимаю, что это огромная честь, обязанность и священный долг. Именно это определяло смысл и содержание моей работы в предыдущие годы. Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для меня превыше всего. Консолидированная воля миллионов людей – это колоссальная сила, свидетельство нашей общей твердой уверенности, что судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений. Вы, граждане России, подтвердили правильность курса страны. Это имеет огромное значение именно сейчас, когда мы столкнулись с серьезными испытаниями. Вижу в этом глубокое понимание наших общих исторических целей. Решимость непреклонно отстаивать свой выбор, свои ценности, свободу и национальные интересы России. Уверен, мы достойно пройдем через этот трудный, рубежный период. Станем еще сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение цели развития. А это прежде всего народосбережение. Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти. Наши решения по развитию страны и регионов должны быть эффективными и справедливыми, повышать благосостояние, качество жизни российских семей. Мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надежного и честного партнера. И это действительно мировое большинство. Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, не прекращающегося годами давления на нашу страну, или же искать путь к сотрудничеству и миру? Повторю, разговор, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности, возможен, но не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга. Вместе с партнерами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности. В сложном мире, который стремительно меняется, мы должны быть самодостаточными и конкурентоспособными. Открывать для России новые горизонты, как уже не раз бывало в нашей истории. Но нам важно помнить и ее уроки. Не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений. Поэтому наша государственная, общественная, политическая система должна быть прочной и абсолютно устойчивой к любым вызовам и угрозам. Обеспечивать поступательность и стабильность развития, единство и независимость страны. При этом стабильность не означает косность. Наша государственная, общественная система должна быть гибкой, создавать условия для обновления и движения вперед. Мы видим, как изменилась атмосфера в обществе, как высоко ценятся сегодня надежность, взаимная ответственность, искренность, порядочность, благородство и мужество. Сделаю все, чтобы люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества, делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах. Мы должны обеспечить надежную преемственность в развитии страны на десятилетия вперед.
Вырастить и воспитать молодые поколения, которые будут укреплять могущество России, развивать нашу государственность, в основе которой межнациональное согласие, сбережение традиций всех народов, живущих в России, в стране цивилизации, объединенной русским языком и нашей многонациональной культурой. Дорогие друзья, буду делать все необходимое, все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие. Использовать для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции. При этом подчеркну, результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплоченности, от общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей. Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей, перед нашими предками. Они брали, казалось бы, недоступные высоты, потому что на первое место всегда ставили Родину. Знали, что достичь по-настоящему больших целей можно только вместе со своей страной и со своим народом. И создали мировую державу, наше Отечество. Добились таких триумфов, которые вдохновляют нас и сегодня. Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным, еще более мощным. Мы единый и великий народ, и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим.
Просим вас оставаться на своих местах. Внимание на экраны. Сейчас на Соборной площади состоится церемония представления президентского полка президенту Российской Федерации, Верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину по случаю вступления его в должность. Ну и сейчас еще мы видим внутреннее убранство Большого Кремлевского дворца, его залы, Георгиевский, Андреевский зал и Александровский, где собрались гости. И впереди буквально через несколько минут начнется вторая часть торжественной церемонии — смотр президентского полка на Соборной площади. Мы видим, что вот в Георгиевском зале и в других двух залах Большого Кремлевского дворца установлены специальные экраны. Именно благодаря им гости в Большом Кремлевском дворце смогут увидеть все мельчайшие детали торжественной церемонии. Солдат-кремлевцев мы сегодня рассмотрели во всей красе во время выноса флага и знака Владимира Путина, Конституции, во время всех этапов торжественной церемонии. Но на этом она не заканчивается, так что на Соборной площади совсем скоро увидим ее вторую часть — смотр солдат президентского полка. Да, мы видим гостей церемонии, мы видели председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина и заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Анатольевича Медведева. А сейчас видим Соборную площадь Кремля. Именно здесь произойдет церемония представления президентского полка вступившему в должность верховному главнокомандующему, которая, по сути, венчает инаугурацию главы государства. Ну вот и снова гости торжественной церемонии: Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин. Если в первой части нашей церемонии фокус внимания был на Большом Кремлевском дворце, то сейчас он сместится на Соборную площадь. И вот прямо сейчас на ваших экранах глава государства идет по так называемому белому коридору. А рядом с Владимиром Путиным глава службы безопасности президента. Пока мы находимся еще в Большом Кремлевском дворце, но совсем скоро окажемся на Соборной площади. Она сегодня, безусловно, один из главных центров притяжения. И президентский полк уже готов представиться только что вступившему в должность главе государства. Итак, белый коридор Большого Кремлевского дворца, прямой эфир. Буквально через несколько секунд Владимир Путин выйдет на Соборную площадь Московского Кремля. Президенту предстоит пройти через Грановитую палату. Это тоже историческое место. Она была построена специально для различных торжественных церемоний. Здесь собирались Боярская дума, здесь же проходили земские соборы, начиная от эпохи Ивана Грозного и заканчивая временами Петра. В залах палаты устраивались празднества в честь взятия Казани и победы над шведами под Полтавой. И, разумеется, пиры по случаю коронации российских государей бывали здесь же. В советские годы палата также использовалась для разных протокольных мероприятий. Итак, сейчас мы видим как раз те самые святые сени. Они получили такое название, потому что стены украшают многочисленные сцены из Святого Писания. Как мы говорили рядом с Владимиром Путиным, начальник службы безопасности, коротко о чем-то переговорили. И вот сейчас все в ожидании второй части торжественной церемонии. Красное крыльцо Грановитой палаты на ваших экранах. Мы видим Грановитую палату снаружи. Называется она так, вот вы видите по фасаду, из-за специфической обработки камня. Граненым камнем обработан фасад этого здания исторического. Но вообще еще в середине 15 века Грановитая палата стала своеобразным аудиенц-залом, необходимым для повышения статуса русской столицы. Просторная, площадью около 500 квадратных метров, она стала первым большим построенным в европейском стиле зданием Московского Кремля. Свою историческую функцию она выполняет уже более 500 лет. Но сейчас входит в комплекс Большого Кремлевского дворца, который, как все знают, является правительственной резиденцией президента. Здесь проходят встречи зарубежных лидеров, церемонии награждения и другие события особой значимости. К смотру президентского полка все готово. Снова на ваших экранах та самая лестница, знаменитая
цветы синие, Красное крыльцо. Но парадные расчеты уже заняли свои места на Соборной площади. Итак, Владимир Путин на ваших экранах. Президент спускается по ступеням Красного крыльца, чтобы принять смотр президентского полка. Полк! Мирно! Для встречи с фронта на краб! Полк! Товарищ президент Российской Федерации, президентский полк в честь вступления в должность президента Российской Федерации построен. Командир президентского полка полковник Сурайгин. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 88-й годовщиной со дня образования полка. Полк! Кноп! Еп! Вольно! Полк! Смирно! Торжественному маршу! Поротно! До одного линейного дистанции! Направо! Оп! Наплеп! Жоп! Равнее направо! Шагом! Марш! Ну и продолжим рассказ о том, что представляет собой президентский полк. Часть это без преувеличения уникальная. Элита элит. Создана она была 88 лет назад. И ее главная задача – обеспечение безопасности первых лиц государства, охраны объектов Московского Кремля. Его военнослужащие участвуют в воинских ритуалах, протокольных мероприятиях на высшем уровне и стоят в карауле у вечного огня на могиле неизвестного солдата. А 2000 года они задействованы в церемонии инаугурации президента, вернее, вступления в должность президента, и носят в зал государственные атрибуты и символы президентской власти. Часть входит в состав Федеральной службы охраны и имеет статус спецслужбы. Подчиняется полк непосредственно президенту. Ну и, конечно, интересно рассказать, что в рядах кремлевцев только те, кто прошел жесточайший отбор. Требования, можно сказать, суровые, особые. Рост от 170 до 190 сантиметров. Образование не меньше 11 классов школы, причем с хорошей успеваемостью. Также необходимо иметь отменное здоровье. На военно-медицинском языке соответствие президентскому стандарту звучит как годность А, наивысшая. Да, наверное, не стоит говорить, что судимые или состоящие на учете в полиции к службе в Кремлевском полку не допускаются. Службу по призыву в президентском полку проходит молодежь большинства регионов нашей страны. Ну и вот еще интересная деталь.
неделю солдаты президентского полка наряду с уставами учат наизусть и башни Московского Кремля. Любой без запинки должен назвать все их по часовой стрелке и обратно. Это касается и кавалеристов почетного эскорта. Сегодня мы их тоже увидим. А полк с боевой историей между тем. Имена военнослужащих этой части вписаны в летопись Великой Отечественной. С первых дней войны они защищали Кремль от налетов немецкой авиации и охраняли особо важные объекты столицы. На Кремлевской стене установили круглосуточное дежурство боевых расчетов. А в 42 и 43 годах на Западный и Волховский фронты из состава кремлевцев были направлены 4 группы снайперов, которые уничтожили более 1200 фашистов. За время Великой Отечественной полк потерял 97 человек. В параде Победы он участвовал под боевым красным знаменем, которое было вручено ему в 1944 году. Ну, конечно, как все военнослужащие, солдаты президентского полка живут по армейскому уставу и проходят боевую подготовку. Особое внимание уделяется физической форме. Ну, вот, чтобы так играючи жонглировать карабином Симонова весом 4 с лишним килограмма, нужны месяцы упорных тренировок. Ну и, конечно, безупречная строевая подготовка. И форма кремлевцев – это прежде всего погоны василькового цвета с двумя золотистыми буквами «П» и нагрудный металлический знак в виде креста с кремлевскими зубцами по краям и перекрещенными топориками посередине. Ну и, конечно, все задачи кремлевцы выполняют в любую погоду. Посмотрите, какая выдержка, какая стать. Ни один мускул не дрогнул. И это несмотря на то, что в Москве сегодня прям-таки зимняя температура. Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации. Действительно, наш национальный лидер пришел к финалу этих выборов с беспрецедентным результатом, историческим результатом. Новейшая история не помнит таких результатов. Это закономерно, потому что Россия сейчас переживает важнейший переломный момент в истории, причем не только своей, но и всего человечества. На кону наше будущее, будущее наших детей. Мы прекрасно понимаем, какая нагрузка и какая ответственность лежит на нашем национальном лидере, на нашем верховном главнокомандующем и на каждом из нас. Именно поэтому рекордная явка и более 80% поддержки, 87% поддержки. Тот самый кавалерийский эскорт на ваших экранах. Ну, итак, мы видели, как прошел смотр президентского полка, но на этом церемония не заканчивается. Мы по-прежнему находимся на Соборной площади, в самом сердце Московского Кремля. Она занимает центральную часть Боровицкого холма и считается древнейшей в столице. И прямо сейчас вы видите, как Владимир Путин поднимается по ступеням Благовещенского собора, где патриарх Москвы. Дамы и господа, торжественная церемония завершена. Спасибо за внимание. Итак, сейчас патриарх отслужит благодарственный молебен. Мы оставляем президента в храме. Итак, главное событие, за которым наблюдала вся страна и весь мир, состоялось. Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Страна сплотилась вокруг своего президента, страна собралась и готова идти вперед, не давая в обиду наших людей, не уступая ни пяди родной земли к нашей победе и нашим победам, которые будут не только на поле боя. Об этом Владимир Путин говорил и в своей речи после вступления в должность и обращался буквально к каждому гражданину нашей страны. Но еще, наверное, стоит сказать о том, что дальше. Итак, на ваших экранах патриарх Московский и всея Руси. Невероятно красивое внутреннее убранство. Итак, благодарственный молебен.
и присно, и во веки веков. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть побрал, и сущего гробе живота рвал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть побрал, и сущего гробе живота рвал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть побрал.
царь земли и сущих в море далече, и милости буди, владыка, о грехах наших и помилуй ны. Милостью Божией человеку без Бог неси, и тебе славу посылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Боже великий и дивный, неисповедимый благостью и богатым промыслом, управляй всяческое, призри ныне на усердное моление наше и благослови благое намерение президента страны нашей Владимира Владимировича, полагающего начало правления, хранимую тобою страною нашу российскую, умудри и настави его беспреткновенно проходить и великое сие служение. Подашь ему разумение и премудрость, воеже в тишине и без печали люди российские сохранять, подчиненные же ему управлять на путь истины и правды и от лицеприятия взаимства отражать, умножить дни жизни его в нерушимом здравии и благополучии. Подашь ему и всем нам во все дни правления его тихое и безмолвное житие и всяковременной вечной кончине потребное. Да так в мире, пожившее, восславим Тебя, нашего всещедрого владыку и благодетеля, и в радости и благодарении сердец наших воспоем. Слава Тебе, Богу, благодателю нашему, во веки веков. Благословен Христос Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков.
Мы знаем, что эти слова для вас не пустой звук, что вы сами молитесь. И великой милостью Божией отмечено наше время, когда во главе государства российского православный человек, не стесняющийся своей веры, и когда огромное количество россиян видят в главе государства не только успешного политика, но очень доброго, умного, сердечного человека. Вот это сочетание доброты, строгости и принципиальности – та самая слабая точка, которая иногда мешает людям во власти достойно пройти свой жизненный путь. Потому что существует много коллизий. Глава государства должен принимать иногда судьбоносные и грозные решения. И если не принять такое решение, то последствия могут быть чрезвычайно опасными для народа и для государства. Но эти решения почти всегда связаны, в том числе и с жертвой. И никогда такого рода решения, принимаемые во благо народа, во благо страны, не осуждались ни церковью, ни народом. И мы знаем, как много святых, угодников Божьих, которые возглавляли наше государство и которые на поле брани мужественно защищали свой народ. Ну, достаточно вспомнить святаго благоверного князя Александра Невского, близкого и для вас, и для меня, потому что мы оба из Санкт-Петербурга. Не жалел врагов этот человек, но прославился как святой. Потому что одно дело защищать страну от врага, а другое дело крушить направо и налево, вымещая свои фобии или устремляясь к каким-то карьерным интересам. Прислужение президента, оно важно еще и потому, что хочет глава государства и того или нет, но с него берут пример. Он становится действительно примером для молодежи, для военнослужащих, для интеллигенции, для рабочих, да, в общем-то, для всех, кто серьезно думает о самом себе и о своей роли в жизни страны. Вы являетесь такой добрый пример. Помогай вам Бог и дальше нести то служение, которое сам Бог на вас возложил, с любовью к Отечеству, с дерзновением, потому что иногда требуется такое дерзновение, когда через многое следует переступить. Может быть, иногда через то, что в обычной жизни как бы через это и переступить невозможно. Но вот это дерзновение, эта сила, она должна сопровождать служение главы государства, от действий которого зависит судьба страны. Вместе с этим дерзновением я желаю вам сегодня особенно мира душевного. Это непременно. Потому что если только одна борьба, как говорится, 24 часа в сутки, то не только человеческий организм может не выдержать, но на фоне такого состояния души могут и возникать роковые ошибки. Вот почему так необходимо, а для православного человека крайне необходимо, находясь во власти, находить место и для молитвы, и вы находите, я знаю об этом. Находить место о размышлениях не только о своих профессиональных обязанностях, но и о своей жизни, личной жизни. Я знаю, что вы находите для таковое место. И вот все это, несомненно, будет содействовать укреплению ваших духовных и физических сил. Ну а мы, как церковь, преподавая вам сегодня это благословение на ваш дух, будем и дальше молиться в наших личных молитвах. И что самое главное, в нашей общенародной церковной молитве, дабы Господь помогал вам во все дни жизни вашей достойно возглавлять великое Отечество, Русь святую, проходящую также сегодня через не самый легкий период своей истории. Благословение Божие, покров Царицы Небесной, да пребывает с вами во все дни жизни вашей, до скончания века, как мы говорим. Ну, и с дерзновением скажу, дай Бог, чтобы
Благовещенском соборе патриарх Московский всея Руси дал свое патриаршее и человеческое напутствие Владимиру Путину после его избрания на пост президента. И, наверное, это был самый сакральный, личный момент сегодняшней церемонии. Мы благодарим всех наших зрителей. Спасибо, что разделили с нами это время, были с нами во время трансляции. Для вас работали Эрнест Маскевичус И Екатерина Березовская. Всего доброго. Всего хорошего.